Я думаю, что дети довольны тем, что они сегодня имеют. Судя по отзывам, я считаю, что их это устраивает. Устраивает родителей. Устраивает ли это нас? Это вынужденная была мера. Я считаю, что оптимистически, если смотреть на будущее, то когда-нибудь придет тот день, когда откроются двери именно того места, которое мы ждали давно-давно, а именно 32 года, по поводу места школы, где она будет расположена, и это будет ее дом, где будут учиться дети наши, и они будут спокойно приходить и заниматься. Все эти проблемы, которые окружали долгие времена нашу школу, я считаю, что это все позади, мы не зацикливаемся на этом. По отношению к изобразительному искусству я могу добавить, что здесь ничего не строилось, в том числе и галереи, потому что все это находится на аренде, как и мы, собственно говоря. Мы же сами снимаем жилье, это тоже есть аренда. Поэтому если у нас будет построена, начнем с малого, художественная школа, тогда мы можем говорить о каких-то больших делах. 150 детей – это те возможности, те рамки, которые мы сегодня можем принять этих детей. А если бы здание было бы зданием, то есть позволяющее, как в любой школе, это коридор, отдельные классы, ну, тогда будет возможность гораздо выше. То есть у нас и детей будет больше, и педагогов еще больше, и уровень, и качество будет намного выше. Почему? Потому что мы сможем позволить, допустим, такие предметы, как скульптура, отдельно вести. И мы даже думаем о том, чтобы отдельно вести все остальные предметы, чтобы было лучше качество обучения детей в такой школе. А сегодня мы работаем с учетом того, какие есть условия. То есть, исходя из этого, начиная с первого башкана и по сегодняшний, я постоянно ко всем обращался с одной и той же проблемой по поводу здания. Я прекрасно понимаю, что у нас все есть, я еще раз подчеркиваю, все есть для того, чтобы обучать наших детей, но единственное, чего у нас нет, это здание, своего здания. А все остальное мы как бы справимся сами.